Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir... Уважаемые телезрители, как вам уже известно, съемочная группа телепередачи «Мост дружбы», побывав в разных странах, освещает материалы об образе жизни, быте, культуре, достопримечательностях разных стран и народов. В этот раз мы предоставим вам возможность ознакомиться с видеоматериалами, которые подготовила наша съемочная группа с Северного Кипра. Напоминаем, что в прошлой программе вы познакомились с турецким городом Кахраман-Марашем, а в следующей передаче вы с нашей помощью совершите небольшое путешествие в город Инегел турецкой провинции Бурса. Население Турецкой Республики Северного Кипра составляет более 400 тысяч человек. Подавляющее большинство населения – этнические турки, представляющие две общины. Местные турки-киприоты – около 1/3, и анатолийские турки, переселенцы из Турции – 2/3. Столица – Левкоша, главный город Мафагуста, Гази-Магоса, Кирения, Гирне, Гюзельюрт, Морфу. Каждый город имеет сразу два названия – греческое и турецкое. Прямые авиарейсы в единственный аэропорт Северного Кипра Эрджан выполняются только с территории Турции – Стамбула, Анкары, Анталии, Измира и Аданы. Их регулярно осуществляют местные авиакомпании Turkish Airlines, Atlas Jet, Pegasus и Anadolu Jet. Время в пути около часа. От аэропорта до столицы Северного Кипра – полчаса езды, а до Фамагусты и Кирении – около 40 минут.
Климат Кипра средиземноморский, умеренный, с сухим, жарким летом и довольно теплой зимой. Летняя жара продолжается с середины мая до середины октября, когда температура может подниматься до плюс 35. В тени, впрочем, благодаря умеренной влажности жара переносится легко. В экономике Турецкой Республики Северного Кипра доминирует сфера услуг. Существует также сельское хозяйство и легкая промышленность. Одной из основных ниш бизнеса является сфера образования. На Северном Кипре есть 6 частных университетов, большое количество колледжей и школ, таких как English School of Kyrenia. Также развита сфера строительства недвижимости. Другим столпом экономики Турецкой Республики Северный Кипр можно назвать частный сектор медицинского обслуживания. Самое замечательное время на острове – это бесспорно весна. Комфортный мягкий климат, теплое, но еще не палящее солнце, ласковый ветерок и ясное небо. Именно весной устраиваются все возможные городские и университетские фестивали и мероприятия. Так город оживает после зимних остолбенения и апатии, переключаясь на летний сезон и активный режим. Ve koşanın gençleri, çelerek gönülleri, çeliklendir elleri, ah kıprısım kıprısım. Kıbrıs'ın her kazası sanki altın parçası. Kıbrıs'ın her kazası sanki altın parçası. Olsa hisarları, yeşilirme dağları, bakın güzel bağları. Ah ne hoş. İşte bir sabah uyandığımda çavela 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 çav 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 elleri bağlamış her yanmış yanıyor her yerde bağlamış. Kommer vi till Ukraina, kommer vi till. Vi kommer alldeles på. Ja. Super. Jag tycker det är damm. Nim. Aj, Persson! Reflex super. Aj. Hallå? Vi kommer alldeles på. Super. Langsam. Alltså. Ein minute, servet kein Problem. Ich bin Tambo. Wie heißt du? Luna. Luna, Pinocchio, alles gut. Luna. Nimm. Ui. Alltså. Yeah. Schokolade. Det var choklad. Choklad kein Problem. Choklad kein Problem. Schokolade, white Schokolade. White Schokolade. Oh, güzel.
Oo, dindik eden Oo, tin tuka, tin tuka. Restoranda bekliyorlar. Природа на севере острова поистине близка к райской. В сценарий идеального выходного дня гармонично впишется хайкинг. Киренийские горы, растянутые на десятки километров, достаточно внушительны и высоки, но ровно настолько, чтобы запросто покориться активному человеку. Семидесятилетнее виноградное дерево в Северном Кипре вошло в Книгу рекордов Гиннесса. Занимая площадь 224 квадратных метра, дерево дает 3 тонны винограда в год. Дерево посажено на пляже Ешелырмак Северного Кипра. Kara gözlüm sevdalanmış, kime dedim yar sana dedi. Sabaha dek uyumamış, niye dedim. На некоторых вершинах расположились руины таких средневековых замков, как Сен-Хиларион, Буфавенто и Кантара. Когда-то эти крепости служили наблюдательными постами, откуда можно было заведомо издалека заметить вражеское наступление и оповестить об этом главную городскую цитадель, которая по сей день находится в центре Кирении и зовется Киренийской. Сегодня к ней можно прогуляться через живописный старый причал, облепленный уютными ресторанами. Kokuyor gerdanında. Yine beni görmüş kız rüyasında. Gül kokuyor gerdanında. Yine beni görmüş kız rüyasında. İki kolun arasında ölem dedim, dur yapma dedi, yapma dedi, yapma dedi yar yar. Yapma dedi yar yar. Dünyanın bir sonu var, iyisi var, var kötüsü var. Kara gözlüm ölesim var, inadına lan yaşa dedi, yaşa dedi, yaşa dedi yar yar. Dünyanın bir sonu var, iyisi var, var kötüsü var. Kara gözlüm ölesim var, İnadına lan yaşa dedi, yaşa dedi, yaşa dedi yar yar. Yaşa dedi yar yar. Yaşa dedi yar yar. Yaşa dedi yar yar. Мечеть Лала Мустафа Паша построен в 1298-1312 годах во время правления династии Ильгузиньянов и был главным католическим храмом региона. Именно в этом храме проходило венчание монархов на Иерусалимский престол. Прообразом собора стал знаменитый Римский собор во Франции. Во время осады войсками Османской империи в 1671 году собор был поврежден пушечным ядром и пристроили минарет, обратив собор в мечеть. В 1974 году мечеть получила имя турецкого полководца, командовавшего войсками во время осады Фамагусты в 1570-1571 годах – Лала Мустафа Паша.
Рядом с храмом растет фиговое дерево, которое было посажено, если верить табличке, в 1299 году. Sen bana neler ettin, ne sevgi, ne huzur, ne rahat verdin. Bir güldün, bir öptün, bin de naz ettin. Şimdi oyna, asıl sen oyna. Туристы полюбили отдых на Северном Кипре за то, что для въезда в страну виза не требуется. Северная часть Кипра ясно понимает ценность туризма. По сути, это одна из главных статей дохода страны, поэтому условия для путешествия по этой части острова ничем не отличаются от сервисов Турции и Греции. А по доброжелательности и приветливости турки-киприоты даже превосходят южан. Hiç kalmadı senin. Güle güle git, bende aklın hiç kalmasın senin. Yana yana git, zaten hatrın hiç kalmadı senin. Sıra bende, bu son veda. Kendin çal, kendin oyna. Gelmem artık bu oyuna. Kendin çal, kendin oyna. Наиболее популярны у туристов такие города Северного Кипра, как Кирения, Фамагуста и Дипкарпас. Причем количество туристов из Европы и Израиля в этих городах значительно превышает количество россиян. Kendin çal, kendin oyna. Sen bana neler ettin, ne sevgi, ne huzur, ne rahat verdin. Bir güldün, bir öptün, bin de naz ettin. Şimdi oyna, asıl sen oyna. Sen bana neler. Во всех приморских городах имеются отели и гостиницы любого уровня. Здесь же можно взять на прокат машину, на которой всю страну с запада на восток можно проехать за полдня. Кроме того, хорошо развито автобусное сообщение и явно лучше, чем на юге острова. В кампусе Восточного университета Северного Кипра находится Музей классических автомобилей мира. Он был основан в 2007 году. В музее представляется более 140 автомобилей. Самой старой моделью является Crest Mobile 1899 года. Этот автомобиль считается уникальным в мире. Музей классических автомобилей первый и единственный в Северном Кипре.
Кухня Северного Кипра – смешение турецких, греческих, кипрских, ближневосточных и среднеземноморских кулинарных традиций. Как следствие, морепродукты и рыбу здесь готовят десятками способов, равно как и кебабы с мезе, холодными или горячими закусками. А о сладостях, понятно, и говорить нечего. Популярные блюда – ближневосточные холодные закуски – хумус и джаджик, малихия, куб-кебаб или клефтика турецкий köfte и долма, знаменитые домашние сладкие кипрские пресервы – маджун.
Человеческая жизнь очень коротка. И порой не знаешь, когда придет твое последнее мгновение. Чтобы оно было должным, надо и прожить должно. Судьба меня благоволила мне. Я в жизни встретила хорошего друга, с которым прожила 47 лет жизни. Он стал отцом моих детей. У меня 3 девочек, 3 сыновей и дочь, 10 внуков, 5 правнуков. Еще раз говорю, я стала, живя здесь, в Киргизии, человеком нужным, человеком, который всего себя отдавал работе. Я выпускница первого выпуска Киргизского государственного университета. Закончила его в 1952 году. И сразу получила направление в Канскую среднюю школу номер 2. Судьба встретила меня с очень хорошими людьми. У меня были должные наставники, преподаватели русского языка и литературы. Они в свое время помогли мне найти настоящее зерно своей работы, и я им глубоко благодарна. Сыновья мои все имеют, и дочь, высшее образование. Внуки все имеют высшее образование. Каждый нашел себя в жизни как специалист, как человек. Я была ученицей 3 класса, когда началась Великая Отечественная война. Мы были в пионерском лагере, отличники учебы. Вечером нас собрал руководитель и сказал: дети, началась война, но вы не переживайте. Наш народ силен, мы обязательно победим и разобьем врага. Подростками, учениками мы в колхозном клубе вечерами поздно вязали носки, варежки и подписывали посылки бойцу Красной Армии от 6 Б-класса, от 5 А-класса. То есть вносили свой посильный вклад в большое дело. Я счастливый человек. Я нашла себя в работе. Я действительно оказалась по-настоящему педагогом-учителем, ибо педагогом моим был мой отец, выпускник Горийской гимназии и духовной семинарии города Гори. Он был учителем словесности и всегда подчеркивал, что, Флёра, главное в жизни – это человеческое достоинство, это уважение. Никогда не знай зависти, будь всегда с людьми, будь честной, справедливой. И в своей жизни я, как мать, старалась привить эти качества
своим детям, а сейчас своим внукам и правнукам. И в этом вижу я свою заслугу как человек на этой земле. Жизнь быстротечна, к ней надо быть всегда готовым. Поэтому я молодому поколению в лице своих детей, внуков, правнуков хочу сказать: будьте достойны своих родителей, живите благородно, честно, дерзайте, ибо мы родились в таком благодатном краю Азербайджане, и после переезда мы нашли вторую родину в лице прекрасной Киргизии, прекрасного Казахстана, который в трудную минуту для нашего народа подал свою руку. Я вечно благодарна им и помню об этом. А детям скажу: будьте дружелюбны, живите дружно, берегите друг друга. Берегите друг друга. Будьте опорой старшим и младшим. Живите долго, счастливо, светлых вам дней, хорошей встречи с людьми, добрыми для вас. Я люблю вас и хочу, чтобы вы были счастливы.